Добрый день, друзья! Здравствуйте. Итак, BFN Live снова в эфире. Боролись мы с техникой, но надеюсь, что вы нас нашли по новой ссылочке. Вот, и посмотрите этот эфир. А еще лучше, если подключитесь прямо сейчас, потому что мы сейчас вот в эфире. Вот, меня зовут Джейн Лыткин, и мы продолжаем BFN Live. BFN — это белорусская сетка фильммейкеров. И эфир наш сегодняшний про фильмы и производство. И надо сказать, что уже третий эфир по этой теме. Ну, просто потому, что он очень интересный. Интересная эта тема. Мы с нее начинали эфиры BFN Live. Мы в середине наших стримов говорили про эту тему. И вот сейчас опять возвращаемся. Во-первых, за год прошло время большое, и многое изменилось в мире и кино. Вот. Ну, а во-вторых, BFN провел такой АИ-инкубатор, собрал людей и поучил их а, делать такие фильмы. Вот, и мы сегодня поговорим с человеком, который присутствовал на этих курсах, на этой лаборатории, и поговорим с человеком, который не ходил в лабораторию, но тоже создал фильм, и он тоже поделится своим опытом и тоже покажет свою работу. В общем, будет очень интересно, подключайтесь. Важно, если вы сейчас смотрите нас в прямом эфире, то подкиньте эту ссылочку вашим друзьям, разместите ее в сторис, где угодно, чтобы нас нашли, к нам пришли. Пишите нам комментарии, пожалуйста, мы будем обязательно их читать. Это очень здорово и классно, когда мы чувствуем, что вы с нами находитесь, и что у нас такое живая беседа, живой разговор. Вот, это такая преамбула, призванная собрать вас всех вместе, чтобы вас побольше было на этом нашем эфире. Нас, в принципе, смотрит 15 человек, но, может быть, в этот раз будет 16. Вот, так что всех вас ждем и зовите друзей, в общем, что называется. А мы переходим к замечательным, прекрасным людям, которые будут со мной в ближайшее время с вами. Арина Зеленая, режиссер, человек, который как раз присутствовал на этом самом АИ инкубаторе. Привет, И мы посмотрим ее фильмы, поговорим. Арина, привет. Очень приятно привет. тебя видеть. Мы знакомы с тобой очень давно, Да. поэтому на «ты». Вот. И Арсений Богунов, с которым мы тоже очень-очень давно знакомы. Привет, Вот. И привет. знакомы еще как с продюсером, с оператором. А сейчас Арсений и креатор. Ну, красота же, да? Привет, Арсений. Привет, привет, привет. Ребята, очень приятно вас видеть. Я думаю, что мы проведем такой теплый вечерок вместе с вами. Вот, надеюсь, у наших зрителей тоже есть что-нибудь теплое, чай, кофе, что вы пьете в эти морозные весенние вечера. А, Я бы хотел, чтобы вы просто пару слов сказали про ваше отношение к ИИ, насколько вы давно находитесь в этой теме, насколько, как давно вы узнали про нее и почему решили туда пойти. Начнем с Ирины. Я знаю, что для нее это там чуть ли не первый эксперимент в жизни, да? Ну да, мы познакомились весной с ним, да. А, Решила попробовать как режиссер. У меня был сценарий не для ИИ, у меня был сценарий для короткого метра, и когда я увидела лабораторию, я решила попробовать. Что может быть получиться из сценария для короткого метра, можно ли его сделать в ИИ, и как вообще поработать. Ну и тем более, я пошла в эту лабораторию, потому что я вообще ничего не знала, как работают эти инструменты, от слова совсем. Я не знала ни названия программ, ничего. Я видела просто видео, естественно, красивые, очень красивые, такие прям, ах. И думала, ну, это здорово, наверное, так легко это все делается, я тоже могу. Ну, и, в общем, пошла. И поняла, что нет, я не могу. Это очень сложный процесс, и, ну, о нем можно, конечно, говорить как о процессе очень долго. Мгм. Арсений, ты как? Я узнал, начал скорее думать об этом еще летом прошлого года, и у меня была длинная командировка в Таиланд, и по возвращению я понял, что уже пора что-то попробовать изучить, и начал я активно этим заниматься с конца прошлого года, и до сегодняшнего момента это очень такая у меня
интенсивно идет проработка в этом вопросе. Учусь, делаю заказы, вот сделал, собственно, фильм. Идея про этот фильм еще родилась год 4-5 назад. Я подумал о том, что, блин, я хочу, чтобы ко мне пришла возможность снять такое кино. Я на протяжении 10 лет уже работал оператором, и была идея, что я сниму полнометражный фильм с такой идеей в качестве оператора, может быть, как автор идеи. Ну и когда пришел момент, я понял, что сейчас есть возможность реализовать свою идею, которую я давно держал в голове, реализовать в своей работе как уже режиссера. Вот. И это вот такая попытка транслировать свою идею, свою мысль в этот мир с помощью вот таких технологий, такого инструмента. Для меня это инструмент. Для меня это инструмент, тоже как камера, просто вот инструмент будущего. Крутяк. Ну, кстати, вот в этом эфире очень хочется поговорить про ваши инструменты. Очень хочется какой-то такой конкретики и поговорить про ваши кейсы, вот прям как вы это делали и какими инструментами пользовались. Вот, но для начала давайте посмотрим, что вы сделали. Значит, посмотрим кусочек видео Рины. Вот. Мне его прислали потихоньку, и я говорю за эфиром, что мы его сейчас посмотрим. Рина говорит, как? А вот мы сейчас его глянем. Давайте. Выступая в Багдаде на массовом митинге, коснулся отношений с Советским Союзом. Он подчеркнул, что Ирак не намерен их пересматривать, поскольку эти отношения построены на основе, которую уважают и Ирак, и Советский Союз. Северная вьетнамская провинция Лангшон награждена орденом независимости первой степени. Выступая Мгм. Так, супер. И давайте сразу Арсения посмотрим. Вот видосик. I'm walking the line. On welfare, baby. I'm walking the line. I'm living on welfare, baby. I've been on welfare since the day I was born. Мгм. Спасибо вам за ваши прекрасные видео. Расскажите мне, пожалуйста, вот теперь про них, когда мы уже посмотрели, что это. Расскажите, сколько времени вы их готовили и как это происходило. Кто начинает? А вот кто хочет, кто смелый, тот и давайте. Давайте, Арсений. Окей. Так, сколько это все заняло? Это заняло где-то 4 месяца. В начале января я начал готовить этот проект. Я готовил это вместе с продакшеном AI25 Studio. Мы вместе сделали кол, обсудили, как это вообще может быть. Я запитчил свою идею, ребятам понравилось, и я приступил к проработке сюжета, сценария, подумывал, как это можно уместить, вот эту мою идею, в 1,5 минуты фильма. Вот. И это довольно всегда такой вызов для режиссеров, потому что мне кажется, что проще в 2-часовом фильме раскрыть какую-то идею персонажа, другие какие-то линии и смыслы. Вот. Но когда есть вот очень сжатый такой тайминг, то нужно выборочными кадрами уже прям точно знать, что делать, и это такой квест, можно сказать. В общем, это заняло 4 месяца. Что еще? Какой был вопрос? Это заняло 4 месяца. Ну, давай пока на этом остановимся. И да, поговорим с Риной. Рина, как у Я тебя? извиняюсь, мы увидели сейчас только отрывок из фильма. То есть Да. Это короткометражный фильм, и мы 20 секунд посмотрели, чтобы как бы не спойлерить. Может, ты еще на фестивале пойдешь с ним, так что не будем лишний раз. Ну, у меня времени было намного меньше, чем 4 месяца. У нас был месяц обучения. Я бы даже сказала, вот прям конкретно работы в программе 2 недели. Мгм. Я помню, по-моему, да, 2 недели, может быть, 3, но не больше. И я понимаю, что если говорить о лаборатории, о людях, которые начинают работать с нуля, вот прям как я,
нуля, не имея представления вообще о программах. Если говорить о людях, это больше наша аудитория, да, которая не работала в программах вообще никогда, просто хочет попробовать. Конечно, это очень сложно, и это не месяц должен быть 100%, это намного больше, потому что процесс очень трудоемкий, требует очень много сконцентрированности, концентрации внимания и фантазии, чего ты хочешь. Потому что когда, например, как это у всех болезнь первого чистого листа, когда ты понимаешь, что тебе нужно сделать там первый кадр, знаешь, просто писать промпт, и тебе выдают огромную кучу идей, тебе нужно выбрать из этой кучи, а тебе все нравится, потому что оно все красиво, в таком хорошем качестве. И вот выбрать то, что тебе конкретно нравится, может не получиться, потому что конкретно, что тебе надо, оно не получается почему-то. То есть это надо учиться писать реально промпты, учиться как, чтобы этот ИИ тебя понимал. Вот это вот, пока у меня с ним нет короткого разговора, чтобы он генерировал именно то, что я хочу. Вот как раз-таки вот вопрос с сигаретой, вот здесь был кусочек, это была вообще борьба. Я вам скажу, где-то 2 дня по 6 часов я сидела и Ого. вымаливала у него: сделайте мне окурок сигареты. Он меня не слушал. Он делал все, что угодно. Пальцы дымили. Там он вытворял какую-то дичь полную. Я с ним как реально с живым человеком сидела, ругалась, потому что, да что ж такое, что ж ты меня не слушаешь? В общем, конечно, там в помощь чат, который помогает формировать эти промпты, но все равно промпты, как правильно? Промпты, не знаю, Как угодно. как угодно. И он не слушается. То есть, и потом мне пишут, что вообще курение очень вредно, и его нельзя, и не будет делать. Цензура? Да, он еще мне говорит, трупы, там, дети в крови, там, еще что-то. Нет, нельзя. Хотя мы же смотрим, да, видео, там и курят, и дети, и кровь, все что угодно. Почему он так ко мне относился, я не понимаю. Наверное, я с ним неправильно каким-то языком разговаривала. Смотрите, я сейчас говорю с позиции абсолютно вот чайника, который вот вошел в профессию, вошел в инструмент. И говорю о том, что этим инструментом, да, надо учиться пользоваться. А так как было очень мало времени на обучение, именно как с этим инструментом пользоваться, что ему можно говорить, что нельзя говорить, получалось вот такая вот огромное количество часов этих изображений, которые он там делал. В общем, я с этой сигаретой очень долго боролась. Просто чтобы вышел кадр. И, конечно, как режиссер, работая на площадке с людьми, я поняла, что я бы гораздо быстрее это все сняла натурными съемками. Да, с разных ракурсов, и так, и эдак, и сигарета была любая совершенно. Вот. Это я столкнулась просто с самым-самым простым. А что говорить уже о том, когда там надо что-то там выкручивать и наворачивать, и делать что-то вах и ух, я даже до сих пор, немножко окунувшись в это, я не понимаю. То есть это реально огромный кусок работы. Это умение действительно должно быть. Прикольно. Видишь, у меня был вопрос по поводу того, сколько времени у вас заняло, и вот интересно, да, может быть, на этом этапе быстрее сделать это вживую. Вот, Арсений, парируй. Я думаю, что ты пришел из реального кино, и были у тебя какие-то причины туда идти. Я долго думал, а сколько бы я это снимал, и сколько бы проект сам вообще готовился с момента его написания. С учетом того, что это мой второй проект в жизни, аишный, то в целом это довольно, скажем так, не супер долгий проект, потому что это и обучение, и в то же время и такой портфолийный проект. В общем, я думаю, что все-таки снимать дольше, не именно прям сама съемка, а именно подготовка, найти локации и так далее. Поэтому, если этому еще подобучиться, уже больше понимать и сделать несколько проектов, то это действительно можно ускорить в 2-3 раза весь продакшн. Думаю, что да. По крайней мере, это выглядит дорого, то есть по времени окей, но сколько бы это заняло денег для того, чтобы чтобы арендовать все эти машины, да даже локации, и камеры, и свет, там, и у тебя тоже.
Поэтому я думаю, что это в деньгах, но подписки же тоже не бесплатные. Я так понимаю, что ты Нет, нет, конечно. потратились и на инструменты. Расскажите про инструменты и про деньги, которые вы на них потратили. Мне кажется, что то, сколько денег ушло на этот проект, это, наверное, я думаю, что 1% от всего бюджета, если бы это была съемка. Я думаю, А сколько примерно ушло? так. Сколько денег Я, стоил твой проект? к сожалению, я не могу сказать, потому что это не я обладал этими всеми, скажем так, ресурсами, это все мне давали. Но, честно, я могу только догадываться. Я еще, возможно, у ребят могу спросить, у продакшена, но я думаю, что не больше $1000, Мгм. может быть, чуть меньше. От 500 до 1000, вот мне кажется, такой какой-то промежуток, с учетом того, что я много экспериментировал, перебирал разные тулы, пробовал и так. И знаете, еще фишка в том, что мы много переделывали, то есть был такой процесс, что я уже сделал видеокадры, и уже думал, ну все, сейчас отдам монтажеру, и это как бы уже будет собираться, все, фильм готов, можно сказать. Когда мы уже начали просто собирать эту первую, скажем так, рыбу, мы поняли, что это всего лишь такая сырая рыба, и ее нужно переделывать целые сцены, потому что тут видно, что это АИ, тут поплыло это, тут морфинг, тут еще что-то. То есть, когда я работал с камерой и на реальных съемках, я не задумывался о чем надо задумываться в этом продакшене. И вот в таком именно аишном производстве. И вот этот проект мне дал опыт замечать то, что может сначала показаться окей, но замечать те детали. И вот этот опыт, когда вы работаете в АИ, он, безусловно, нужен. И вот эта насмотренность именно вот этого опыта, она очень Ну, важна. ты вот говоришь И как-то очень, очень общо, а вот конкретные примеры какие? Вот на что стоит обращать внимание и какие косяки у тебя были? Мгм. Ну, самый такой частый, это когда у вас более общие планы, то есть общие среднего плана, вот тут начинаются самые сложности, потому что когда у вас появляется массовка, куча людей, эти люди, ну там, чем больше деталей и более общий план, тем больше появляется сложности для искусственного интеллекта это все сделать реалистично, потому что там, если рядом люди находятся, они в движении, и они начинают схлопываться, называется морфинг, да, такое понятие, когда какая-то каша появляется и начинает ну, происходить какая-то дичь. Вот. То есть слои наслаиваются, условно говоря, текстуры, и ты как бы видишь то, что ну, картинка сыпется, можно сказать. Да? Вот чем общее этот кадр, тем сложнее. И вот когда ты делаешь общие сцены, это самое как бы сложное добиться того, что у тебя как бы все будет, можно сказать, реалистично. Мгм. А скажи, в каких программах ты работал? И что основной двигатель? Ну, смотрите, есть платформы, на которые заведено много движков Мгм. нейросетных, а есть сами движки. И вот Мгм. я использовал две платформы, это Higgsfield и FreePik, на которых уже были движки. А движки это Nano Banana, это Kling, это Seedance, это Magnific, это Grok, это Paleo, Photoshop немножко использовался. В режиме Ну, АИ как-то или так. ты руками его делал? Ну, по сути, в новом фотошопе сейчас наполовину он уже из искусственного интеллекта сделан, и когда ты нажимаешь какую-то одну кнопочку, он так чик что-то изменяет, и это ну, уже на базе искусственного интеллекта построено. Поэтому это тоже немножко AI-инструмент в каком-то Мгм. смысле. А собирали уже в обычной монтажке, и там же красили. Да, в DaVinci. Мгм. Красили. Рина, расскажи про твой опыт, какие программы и какие сложности? Ну, мы работали на курсе в программе Runway и Midjourney. Было у нас только 2 программы. И, как говорится, дай бог, эти 2 надо было обуздать. Но, когда если брать опыт того, что ты вообще с нуля начинаешь,
какой-то, конечно же, опыт ты получаешь. В любом случае, какой-то фильм, я думаю, что в конце концов я его своим коллегой мы доделаем. Там немного осталось. А, Больше всего, конечно, мне не хватало знаний работы в этих программах. Вот. А когда начинаешь по интернету лазить, искать, как там, где какая кнопочка за что отвечает, где там что нужно сделать, чтобы там получилось то-то и то-то, то-то, я не так много находила информации, либо информация была для профессионалов, которые знают, и язык, на котором они говорили об этом, об этих кнопочек, для меня был непонятен. Поэтому я искала информацию вот доступно для обыкновенных людей, которые никакого отношения к программам не имеют. И на самом деле вот прям одно видео я нашла одного какого-то парня, который очень подробно, вот прям для меня, такое ощущение, он писал это все для меня и рассказывал, что возьмите там туда, нажмите, подержите, а это для этого. И было очень классно, удобно, и только вот, ну, этот парень, конечно, меня спас. А что за парень? Может, помнишь? Я Может, уже, я посоветуешь его уже, нам? ну, это мне надо найти, поискать где-то в истории моего Ютуба, я где-то поищу этого парня, который объясняет Потом придешь в комментарии и напишешь это. в эту трансляцию. Вот. И Спасибо. Мгм. Хорошо. Так, у нас Катерина немножко отвалилась. Сейчас мы подождем, пока ты доберешься снова до трансляции. И поэтому пока пишите ваши вопросы. Я все читаю, все вижу. Вот, соответственно, будем. собралась. Да, да. Всё, А, есть, Продолжай там, где остановилась. да? Какими сложностями я столкнулась? Да. Я уже в моем фильме 2 героя. Это вот пожилой мужчина и маленькая девочка. Слава богу, я упростила, после того, как я, значит, сначала такая: "Ну все, сейчас я как сниму, как сделаю эту короткометражку". Мгм. И постепенно, когда я начала работать в этих программах, у меня сценарий все сокращался, сокращался, упрощалось просто все до самого минимума, потому что я понимаю, что все мои эти режиссерские сценарические амбиции просто вот закрывают мое неумение работать в программе. Просто, ну, я так считаю, я думаю, что профессионал, специалист бы это сделал, ну, круто, здорово, хорошо, это можно было сделать. И действительно, сценарий предполагает к этому. Вот. Но мы столкнулись с жесткой реальностью, когда нет навыков, когда нет знаний, когда, ну, и времени, кстати, тоже, оказывается, просто время так Мгм. Да. совсем чуть-чуть времени, а время улетает очень быстро, потому что это очень все долго. Тем более, что огромное количество генераций, которые все не так, все не туда, и очень много действительно плыло лицо. То есть я не могла добиться своего персонажа, чтобы он у меня был и в фас, и в профиль одним лицом, потому что если так он такой, чуть-чуть поворачивается на 45 градусов, все, там все меняется, это уже не тот человек. И вот, Мгм. я еще не нашла секрет, как сделать так, чтобы твоя модель не меняла ничего. То есть я так понимаю, что, э, одним кадром, да, то есть если ты пишешь там один кадр, движение головой, да, он сделает, но если у тебя это не Мгм. один кадр, а Арсений. другой кадр, все, там уже передумывать сценарий. Я пропадаю, да? Мгм. Немножко, да, немножко пропадаешь, но это вечерние радиоволны нас это сбивают. Арсений, ты, ну, вот тут, опять же, по традиции будет 2 вопроса. Первый, раз уж проговорили, ты как-то справлялся с такой же проблемой? Я видел, ты кивал Да. головой, соответственно, у тебя такая же история. Может быть, ты поделишься, как ты решал этот вопрос? И второй подвопросик: что реально помогает в ИИ, а что проще руками делать?
Мгм. Давай начнем с первого. Мгм. Это действительно одна из самых сложных задач сделать так, чтобы твой герой, он был везде одинаковый, то есть это consistency называется, да, в этом процессе. То есть в тех инструментах, которые я озвучил, особенно последние месяцы появилась новая функция, когда ты создаешь героя, его портрет. То есть это несколько фотографий на белом фоне, где ты, условно говоря, создаешь аватара, да, то есть крупный план, профиль, полный рост, и ты как бы создаешь персонажа, добавляя туда фотографии, закидывая описание, и в промпте ты, когда прописываешь, ты добавляешь просто этого персонажа, и нейросеть уже понимает, кто он, какое телосложение, как он выглядит, какая одежда, какая у него кожа по текстуре. И вот добавляя вот так героя, что в создании изображения, что и в создании видео, это очень упрощает консистенции вот этого героя. Вот. А ты какого-то реального персонажа использовал для прототипа или это тоже сгенерированный какой-то? Это полностью сгенерированный, его не существует. Я лишь взял типажи, которые мне нравятся. Вот. Ну, то есть там как вообще можно сделать, да? Как я, например, сделал. Я не мог как бы взять какого-то существующего героя, иначе это как бы авторские права, и, ну, какие-то немного будут вопросы не очень этичные, да? Я взял реальных героев, которые существуют, нашел фотографии и попросил нейросеть описать вообще черты лица, как он выглядит, какие у него То есть там ты брови, перевел в текст. глаза. То есть ты взял героя, попросил его перевести в текст, и из текста потом создал этого героя снова. Да, да. Естественно, он был уже другой совершенно, и такого не существовало. И таким образом вы можете найти тех героев, которые вам нравятся, но сделать совершенно другим, просто, ну, с такими же характеристиками. Вот. Это такой способ. Но очень важно создать сразу героев. Перед тем, как вы начнете делать генерации, создать этих героев, чтобы у вас был референс, и вы всегда возвращались. Ага, такой же он у меня на генерации, или он Конце уже фильма. другой? А? Есть такое, да. Что, Такой же мой герой в конце фильма, как в начале был. Да. Слушайте, ну, с точки зрения драматургии он же должен поменяться. Конечно, уже арк 100%. прошел. Знаете, это знаменитая история, когда ты смотришь на героя, первый кадр в фильме и последний кадр в фильме, он, типа, должен быть другим. Это хороший признак того, что вы Арка продумали. героя. Да. Да. Работающие и неработающие инструменты. Что Подожди, по-моему, работает, у тебя а был что проще подвопрос руками? какой-то еще второй. Да, ну вот второй вопрос – это где ей реально помогает, а где вы поняли, что это тупик и лучше делать руками? Ты имеешь в виду руками это снимать, или что ты имеешь? Или прям Ну, делать графику, прям 3D? делать, я не знаю, там цветокоррекция, да, можно ее сделать вручную, или ее можно сделать АИшкой тоже, или монтаж, Мгм. да, то есть технически можно, наверное, смонтировать и АИшкой, но Мгм. вы, я так понимаю, это делали ручками сами. Если мы говорим про 15-секундный ролик, то сейчас ты можешь прямо в генерации, например, Seedance 2.0, ты можешь сразу прописать каждый кадр, и он тебе их склеит. Ну, это будет просто обычный монтаж. Возможно, он тебе даже склейку какую-то сделает, которую ты пропишешь. Если это речь про кино, то тут, конечно же, нужен монтажер и режиссер монтажа. Что касается цветокоррекции, в любом случае нужен колорист на данный момент времени 2026 года. Но в любом случае на моменте создания генераций всегда есть как бы референс по картинке, по цвету у меня лично, вот, и я уже задаю какой-то вектор по контрасту, по цвету и по насыщенности. Но в любом случае всегда эти кадры будут там уже конкретно сгенерированы, отличаться между собой, и их нужно мэчить. Вот мэтчинг – это обязательный процесс, обязательный, который как бы не сделаешь заранее. Вот. Но так как у нас файлы, вот как исходник, да, сами файлы очень маленькие, да, там от 10 до 20 мегабайт, то есть там мало информации, мало динамического диапазона, поэтому я стараюсь закладывать
цвет уже на моменте фотографии, ну, на моменте стила. И это все генерировать и уже потом доправлять с колористом. То есть я бы не сказал, что все можно сделать. Ну, вот конкретно цвета вот такой процесс. Конкретно монтажа тоже вот я объяснил. Если ты еще что-то, какие-то уточнения еще задашь, могу Мгм. ответить. Были какие-то дополнительные вещи, которые вы накидывали еще? Ну вот Напоследок, цвет, да? звук. Ага. Цвет, звук, переозвучка. Со звуком там большая работа, и у Рины я видел и слышал, что вы хорошо поработали прям со звуком. Честно скажу, как бы я хотел упороться и прям уже нанять звукоинженера, который это все максимально пересведет, может быть, даже переозвучит. Я использовал голос... Eleven Labs я еще Мгм. использовал, я забыл, и Suno. То есть мы делали музыку в Suno, и в Eleven Labs мы создавали голос. Но, честно, я как бы дантист в плане вообще звука, голоса. Вообще, такой прикол, что я считаю, что звук важнее картинки, хотя я оператор. И в кино я считаю, что звук, он преобладает над картинкой, вот. И для меня звук — это немаловажная вещь. Когда я смотрю свой фильм, я понимаю, что я не доработал в плане звука. Можно было еще потратить денег и там нанять звукорежиссера, который именно правильно бы все смастерил, сделал классный переход между саунд-дизайном и музыкой. И вот именно мне больше всего полился вот этот вот именно диалоги, как они, в какой среде они записаны. Вот это для меня очень Ну, важно, если я это чувствую. из того, что я видел, мне очень понравилось. То есть это и Окей. Ну, я липсинг, и педантист. голос, и, Мгм. и звук, и это тоже очень классный способ мэтчинга. То есть, понятно, цвет, какие-то там эффекты сверху, там зерно пленочное, там какие-то еще вещи, но звук, он собирает все это в какую-то одну Да. вещь, он склеивает это, и когда ты в конвенциональном кинематографе работаешь, и в эйшном, я вижу тоже, что очень классно помогает. Вопрос к Рине, но мне кажется, и Арсений потом тоже было бы интересно, чтобы ответил на него. Вопрос заключается в том, Рина, вот когда ты доделаешь проект, что дальше? Куда ты его повезешь? Какой будет путь у этого фильма? То есть это какие-то фестивали онлайн или что-то еще? Я так далеко не заглядываю именно с этим проектом, потому что он все-таки учебный. А, Самая первая задача для меня его закончить. Я его все-таки закончу, потому что, конечно, посещали меня мысли такие, что как бы уже не хочется с этим. Я поняла для себя, что я не буду в ИИ работать, точно. Я поняла, что я буду работать с людьми. Потом, если у тебя будет, Женя, вопрос, как бы, в чем разница работать с ИИ и с людьми, я могу рассказать свой опыт. Я понимаю, как бы это не для меня. Я знаю, что это классный инструмент, действительно, чтобы сделать какие-то очень визуально красивые сцены. Вот прям я понимаю, да, сейчас, например, работаю над полным метром своим, и я понимаю, что вот ни у одного художника, наверное, вот я понимаю, что мне нужно, да, там общий план, фантастическая, допустим, да, какая-то вещь, но я это не придумаю. Но я даже попробовала в ИИ забить, вот я хочу то-то, то-то, то, дай мне картинку. И он мне выдает такие фантастические вещи за секунду. То есть я понимаю, если бы я пошла к художнику и сказала, слушай, вот я хочу то-то, 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 нарисуй мне. То есть я понимаю, сколько бы времени это заняло, да. А когда мне выдает ИИ там в течение 10 минут, там 3, 4, 5, 10 визуалов, которые я могу использовать в своем фильме, ну это круто, конечно, то есть это экономия времени. Но никогда ИИ, по моему мнению, может, я не права, но по моему мнению, ИИ никогда не заменит Живых людей, актеров. видимо, да. Арна не была. Все-таки актеры – это не визуальная модель, а это в первую очередь энергия человека, это душа человека. Мы смотрим не на картинку, не на визуал, а мы чувствуем, как зрители, мы чувствуем энергию, конечно, энергию, которую человек, которую передает. И я вот сейчас в нашей киношколе детям своим тоже об этом рассказываю. Я говорю, посмотрите, вот есть актер, он просто стоит, он просто смотрит в камеру. Он ничего не делает, вообще ничего, не играет, ничего, он молчит. Но вы от него не можете оторвать взгляд. Почему? Они такие, почему? Я говорю, потому что человек, этот актер передает вот эту мощную энергию, которая вас притягивает к экрану. Ни одна ИИ-модель
не притянет зрителя к экрану. Да, она создает офигенный визуальный ряд, но вот этого ощущения, почему мы смотрим кино? Ведь мы кино смотрим тоже не на картинки. Мы смотрим как раз-таки, мы идем за эмоциями, которые создают люди своей игрой и так далее. То есть все можно повторить, но это будет пустое. То есть кино, опять-таки, да, повторюсь, для меня, вот я для себя это определила, потому что я понимаю, что со мной могут спорить люди, и мое мнение, ну, Мгм. как-то, может быть, я могу быть не права, но для себя я определила. Вот, поэтому, да, это как инструмент помощь в создании кино, экономит время, деньги и так далее, но оно никогда не заменит. Это всегда, помните, это в Москве слезам не верит, будет одно сплошное телевидение, ничего не будет, ни кино, ни театра, в принципе. Будет одно сплошное ИИ. Одно сплошное ИИ, да, то есть кричали, там уже говорили, там актеры, ах, ох, сценаристы, ах, ох, да. И в написании тоже сценария, кстати, сейчас. Я его использую, то есть как бы опять-таки я ИИ использую как инструмент, то есть он не напишет сценарий никогда в жизни, такой, какой ты хочешь, да, то есть напиши мне сценарий там тра-та-та-та-та. Вот, но помочь что-то сформулировать, подбросить какую-то идею, а тем более, когда у тебя уже натренирована твоя модель, то есть она уже знает, там, ты с ней работаешь с этой моделью там месяца 3-4 над своим проектом, этой модели память вся. Я даже помню, словила на себя мысль, у меня была какая-то идея, я записывала, обсуждала, скажи, вот как лучше там сделать, мне надо было решить одну сцену. И забыла я про эту сцену вообще, и потом через какое-то время я вспоминаю, и я даже не могу вспомнить, что там было. Помнишь, что классное было? Я вернулась к этой идее, и я ему пишу, слушай, вот там он и сразу там в течение секунд, оп, скинул прямо, вот эта идея, ты сразу вспомнил. То есть, ну это здорово, потому что опять-таки, когда там пишешь, когда ты это все пишешь, у тебя тонны там бумаги и куча документов, ты на компьютере у себя, ну, не знаю, как у всех, но я не смогу найти. У меня там 100 файлов уже, и чтобы в каждом файле поискать именно ту строчку, которую я где-то когда-то записала, ну, потратишь массу времени. Здесь тоже удобно, он тебе бац, выдал все. Инструмент, помощь, да, классно. Формулирует что-то, особенно, когда там мысль у тебя запутана, ты не можешь сам сформулировать мысль, ты сидишь вот что-то вот, не можешь что-то сказать, опять-таки там закидываешь, оп, он тебе сформировал, но не написал, он просто тебе сформулировал. Ну, понятно. Вот в чём, Вот. да. Смешно, ты стала после инкубатора еще более приверженцем работы с живыми людьми. Я согласен насчет, да. да, хочу добавить с Риной, насчет энергии, которая чувствуется через даже экран. Действительно так, мы люди, мы излучаем энергию. Я думаю, что в ближайшие годы это будут гибридные продакшены, когда будут записываться в какой-то студии актеры, и потом им уже будут менять фоны, окружение. Детальки. Да. То есть будут записываться реальные эмоции, реальные сцены, но все как бы будет меняться, и весь там окружающий мир уже аишный. Помните фильм «Белый лотос»? Я постоянно шутил, что там как будто есть еще один юнит, который снимает волны, обезьянок на деревьях и что-то еще. И я думаю, ну все, сейчас юнит, вот этот второй, который снимает камушки, закаты, волны, он будет не нужен, потому что все это очень просто сгенерировать и вставить. И когда это микс, мне кажется, вот вообще ты не догадаешься, что это было и сейчас. Вот, потому что, как и в цветокоррекции, ты смотришь в первую очередь на людей, на лица. Если с бэкграундом что-то не так, как бы можно пропустить, но если с лицом что-то не так, если цвет лица не очень хорошо выглядит, уже будет сложнее. Вот. Но возвращаясь к истории необходимости, Арсений, ты дальше планируешь развивать и ты куда-то планируешь этот фильм посылать? И что ты с ним планируешь делать? Какой твой дальнейший путь твои? Будто какой-то шум появился, не такой Не Это знаю. ИИ. или он и был. Возможно, наш режиссер курит, и мы ничего не слышим. Ну, вроде как появляется, а вроде как и нет. Ну ладно, окей. Ага. Решил на всякий случай сказать. Фильм этот, ты сказал про фестиваль. Я первое, что подумал, когда еще создавал его, его же можно отправить на фестиваль, но Мгм. конкретно этот не совсем подойдет, потому что мы уже как бы его выложили, фестивали не берут, если ты его в интернете премьеру делал. Да. Поэтому это история про
про портфолио, про мой опыт, про мою, как бы, скажем так, это мое обучение и мое портфолио. Это вот два основных, две основные функции у этого фильма идут. Теперь я смогу показывать это продакшенам, студиям, другим командам для того, чтобы иметь возможность получать другие проекты. Вот. Твой шоурил, в общем. Да. Мгм. А дальше ты планируешь что-то делать? Вот тут и вопрос пришел. Как вы оцениваете полный метр на основе ИИ? Сколько это будет по времени, сколько по деньгам, если пробовать сделать полнометражный фильм, например? Вот вы об этом задумывались? Вот Рина говорила, что полный метр в работе. Мгм. Арсений, наверняка, ты тоже думаешь об этом. Да. На самом деле, вот мне как-то кто-то сказал недавно, что, блин, вот пока что еще вроде как нет действительно качественного полного метра. Наверное, есть, но вопрос, скорее всего, 100% есть, вопрос в качестве, да. Я видел уже 3 месяца назад премьеру сериала в искусственном интеллекте. И я думаю, что это будет уже очень скоро, потому что с каждым месяцем нейросети обновляются намного быстрее, чем полгода назад. Год назад, то есть, короче, каждые полгода происходит очень, очень резкий скачок, и мы куда-то ускоряемся вообще по геометрической прогрессии. Поэтому я думаю, что через полгода-год это станет еще легче, и будут появляться уже полные метры и сериалы. Сейчас делают очень много вертикальных или просто сериалов второсортного качества в АИ, супер дешевое производство, и на этом как бы зарабатывают деньги. Сколько займет времени? Это время, оно будет всегда на самом деле уменьшаться за счет опыта людей, за счет улучшения технологий. Вот. И эм, это так сложно на самом деле ответить, если честно, сколько это будет стоить и так далее. Но Ну, это вообще возможно, потому что вот эта консистентность, ну, это же большая проблема. И ладно, там в клипе или там в минуте или в 2 минутах это сделать, но сделать это в 110 минутах, 120 минутах. это 100% возможно. Вопрос количества людей, количества генераций и количества времени. Это Мгм. 100% возможно. То есть ты можешь, да, не получается, но ты переделываешь, кто-то другой за тебя делает. То Ну, есть представляешь, вот в ты вот этом... 4 месяца делал Мгм. 1,5 минуты, а нужно сделать больше 100. Это решается командой, то есть берется А, 20 человек, берется неограниченный бюджет на нейронках, и у тебя в 20 раз быстрее, как бы, да, чем один человек делает, например. И полгода, все. мгм. Если Ну, это опытные 20 человек, которые уже сделали проекты, это, я думаю, что полгода, год максимум. Ну, это год, это даже много. и мы вот тут вычеркиваем страничку, где написано «Для одиночек отличный способ сделать фильм самостоятельно, не прибегая к команде». Не, ну почему? На вопрос времени просто-напросто. Вопрос времени. Ты думаешь, Ну, что, ну, вот как ты, Рина, думаешь, что полный метр, насколько реально было бы для тебя сделать в АИ? Во-первых, я не хочу. Мгм. Это, во-первых. Но если мы пофантазируем на эту тему, если при сегодняшнем опыте, ну, я думаю, за лет 5 я бы справилась. Ну, ладно, вру, не 5, там, за 3 года. Но я думаю, что если бы я работала каждый день в этом, то есть тут еще вопрос, сколько ты можешь тратить на это время. Мгм. Все-таки у Да. меня еще есть основная работа, еще куча-куча всяких каких-то проектов, в которых я работаю. И если бы я каждый день по 6 часов сидела и боролась с этими программами, то наверняка был бы результат лучше, круче. Так вот еще был вопрос времени. Мы были ужаты, то есть на курсе, да, если мы говорим опять-таки об этом курсе, очень сжатые сроки. То есть я понимаю, что это был первый курс, экспериментальный, эксперимент мы прошли. Считать эксперимент удачным или нет, но я не знаю, если в результате эксперимента будет там хотя бы одна какая-то законченная работа, я считаю, что эксперимент удачный. Но если говорить о выводах, то есть что можно поменять, то да, конечно, нужно, во-первых, больше времени, чем 1 месяц. То есть реальная работа в Больше. программах это вообще 3 недели. Ну, то есть
Арсений. Да-да-да. Да, но вернулась вроде бы. Да, ну пока да, Да, есть. Извините, это у меня тут ничего. тарелочки летают. Польский интернет, он такой. Ну да. Но он разный. Бывает нормально. Чё? Это Это социальная это шутка. можно Я про просто хотел, немецкий чтобы на территории сказать. Беларуси нас Я тоже посмотрели. поняла. Окей. Как белорусы, я поняла. Да. Польский интернет. Мгм. Вот. И то есть можно было, если что касается курса, увеличить время обучения 100% в программе, и больше, что бы я поменяла, я бы дала больше навыков людям работать сразу не над сценариями, а конкретно. Мгм. В общем, больше времени, больше времени. А, я пока, мы продолжим потом, возможно, критику, и лаборатории. Вот, подождем, пока, Рина вернется. Вот, у меня, вопрос возникает к тому, за кем вы следите, кто, на ваш взгляд, делает какие-то крутые, классные вещи. Потому что я вот по своему опыту, встретился с, классными клипами. Вот клипы, по мне, то, что очень классно работает. Причем оно работает еще каким образом? Э, опять же, в условиях, м, непростых временных, люди могут, оставаться анонимными, делать какие-то проекты. Мы даже не будем знать, кто автор, кто поет, потому что создаются вот, есть, я себе выписал, Ника Паскаль, ребята, которые делают классные клипы. При этом они там Билли Айлиш переводят на русский язык, и наоборот какие-то русские песни, поют, английскими, именами. Макаш, то есть много-много примеров, в которые веришь и которые просто смотреть в рамках такого клипа небольшого. И я понимаю, там они не скрывают, что это персонажи нереальные, но ты за ними смотришь как на батлейку, или на какой-то там еще, как кукольный театр какой-то. Вот, поделитесь, может быть, вы видели какие-то прикольные, интересные примеры, к которым, вы бы хотели стремиться? Вопрос к А, обоим. да. Меня Мгм. вернули. Мгм. А, Давай, Арсений. Давай. Что я могу сказать? Я в такой полуповестке. Нет, не то чтобы у меня много каких-то каналов, где постоянно слежу за новостями АИ, но периодически мне кто-то скидывает, я где-то вижу, постоянно выходят какие-то короткометражки, какие-то тизеры каких-то фильмов, которые в искусственном интеллекте, и они вдохновляют, они дают понимание, что, ага, сейчас вот на таком этапе мир двигается. Я бы посоветовал смотреть за продакшенами, которые производят в АИ что-то, и даже еще больше советую посмотреть конкретные а, сайты, платформы с АИшками, которые у себя постят то, что создают люди, пользуясь этими платформами. Вот это вот частая тема, где можно увидеть классные работы. Ну, например, Hixfield, это не реклама Мгм. Hixfield, они делают, там, отдельно у них есть Инстаграм по там Hixfield Creators, например, да, и вы там можете либо участвовать в конкурсах, либо просто видеть вообще то, что делает, видеть авторов, может даже с ними связываться, если надо. Если в целом поресерчить и задаться целью быть в курсе событий, то как минимум вот продакшены и аккаунты нейросетей — это уже один из больших, скажем так, векторов, где можно искать. Ну и какие-то, я думаю, что телеграм-каналы или инстаграм-аккаунты по этой теме, я думаю, тоже постят. Вот. Также я думаю, что, точнее, не думаю, уже есть давно, уже как года два, появляются
фестивали аишных фильмов. Такое тоже есть, вот там можно смотреть. Так что я думаю, в целом, если задаться целью, много где можно найти хорошие работы. Мгм. Рина, вы что-нибудь смотрели? Ну вот я, да, недавно, буквально на прошлой неделе, я увидела фильм «Лили», по-моему, он назывался. Мгм. Может, ты видел, Жень? Я видел Его по тоже, твоей да? ссылке, Да, 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 да. я я поделилась, потому что, ну, мне он очень понравился. Но это анимация, опять-таки. Вот что касается анимации, здесь точно будет большой прорыв, потому что это сокращает очень сильно сам процесс. Я немножко знаю, как идет процесс анимации. У меня был опыт работы, так скажем. Вот, я понимаю, как, конечно, здесь в анимации ИИ будет очень много решать, ну, будет много решать, много помогать и сокращать сроки производства, так скажем. Мгм. Это что Анимацию касается очень анимации. легко сделать, да. Да. И вот я, честно, если я опять кинусь, вдруг мне захочется чего-нибудь экстраординарного, я пойду на какую-нибудь еще одну ИИ-лабораторию, то я точно буду делать уже анимацию какую-нибудь. То есть я бы сделала какой-нибудь там маленький, небольшой мультик. То есть я бы делала уже точно не с живыми персонажами. Чем я вдохновляюсь? Очень крутые. Мне очень нравятся вот такие концепт-идеи персонажами. Я даже не знаю, как это назвать. Я очень много видела этих роликов. Там, ну, какая-то там песенка, делают просто этот клип. Но именно концептуальное решение, визуальное решение самих персонажей. То есть там люди, трансформация человека в какое-то там существо, вот, трансформация привычных вещей, которые там, ну, грубо говоря, это стакан, а он же не стакан, он какой-то с какими-то такими штуками. Ты понимаешь, что ты получаешь какие-то новые вещи, новые существа, я не знаю, что это новое, у которых еще нет названия, но это круто, конечно. Ты смотришь, такой, вау. А я вот думала, как это люди это делают? То есть этого нету. Они это в любом случае, это же промпт пишется, да, то есть это же что-то пишется, и тут получается какое-то существо живое, там ни птица, ни человек, ни рыба, ни мясо, как говорится, ни человек. И оно существует уже вот на экране, у него названия нету, и оно как герой, ну, как вот персонаж какой-то новый. А кто автор Это тогда? здорово. Вот я как раз спросить хотел у вас, насколько вы управляете аишкой или аишка управляет вами? Ну, я им никак, он мне не подчиняется. Он Я тобой управлял. соглашаюсь с тем, что он мне дает. То есть вот так вот. Я Ага. перестала бороться. Арсений, ты как оценишь? Ну, был такой вопрос ко мне когда-то, ну, точнее так, в воздух скорее. Я об этом думал и скажу, что да, так как АИ берет из того, что уже кем-то когда-то создано, как референс и так далее, может показаться, что это ж не мы как бы создали. Но я думаю, что, как, знаете, ворую как художник, да, то есть даже мы, когда делаем обычный продакшн, мы все равно вдохновляемся какими-то фильмами, какими-то проектами. Мы берем за основу там цвета, где-то картинку, где-то берем персонажа. Мы все равно всегда, как нейросеть, сами черпаем вдохновение из всех разных источников, из картин, из фильмов и так далее. Поэтому здесь просто другой способ черпания, и я считаю, что это все равно мы являемся авторами, да, потому что большой труд, это не просто такое создать. Мы придумываем, как это сделать, мы выбираем те дубли, где действительно была сыграна нужная эмоция. Мы это потом озвучиваем. Мы делаем полностью весь процесс продакшена, просто инструменты другие. Поэтому я считаю, что Ну, он же часто допридумывает, дорисовывает всякое. Ты это не придумывал, а он... Знаешь, говорят, что чем дороже и круче продакшн, тем более продумана там каждая деталька. Надпись на стене, там какая-нибудь книжка в руках, марка обуви. Вот. А АИ часто предлагает тебе что-то уже, что он хочет предложить. И просто не будет времени переделывать каждую детальку. Смотри, в большей степени я полностью управляю процессом. Да, бывает, что-то не получается, что-то допридумывается, и я такой, о, вот это классная идея. Но если мы возьмем настоящий процесс, да, например, мы снимаем фильм,
и мы задумывали по какому-то одному сценарию что-то, да, а тебе актер такой берет и вообще другое предлагает, что-то в процессе съемки получается, и такой, блин, вот это оно. Это ж уже как бы, ну, не твоя была идея, кто-то другой придумал, да, можно тоже так поставить. Или там мы когда снимаем какой-то кадр, что-то происходит случайно, или мы случайно как-то камеру поворачиваем, такие, о, то есть такое может родиться случайно, если мы что-то сделаем. То же самое, мне кажется, в этом процессе. Бывает, случайно что-то выходит. Но если в большей степени говорить, то все равно я контролирую. Мне это не нравится, я меняю, и я все прописываю, что я хочу там видеть. Вот поэтому в Да. любом случае, мне кажется, плюс-минус как-то так. Ну, плюс вы оба практикующие режиссеры, вот вы знаете, как действительно снимается кино, как снимается видео, и поэтому все равно, я думаю, что вы ждете от АИ чуть-чуть больше, чем человек, который вот вообще не занимается видео, не очень понимает, как монтировать кадры, как выставлять, как работает психология камеры, кадра, ракурса, крупности. Вот вы все это уже на этапе сценария, мне кажется, продумывали. Вот. А, смотрите, мы потихонечку подходим к концу, и тут такой классный вопрос нам прислали, некий Леонид. Вот, спасибо большое за вопросы, кстати, всем-всем-всем. Значит, если представить, что у вас бесконечный бюджет и на генерации, и 10 помощников, какой бы проект вы бы замутили? Ну, мне кажется, это был бы какой-нибудь, в первую очередь, анимация 100%. Ну, анимация может быть вообще, в принципе, любая, да. То есть там уже могут быть и люди, и персонажи. То есть если не анимация, а дело реальное, да, то я бы делала что-то фантастическое, чтобы... Хотя я не пробовала ни разу фантастическое делать, может, это еще сложнее, чем и реальными лицами работать. Не знаю. Мгм. У меня Арсений? пока ответ Да. анимация. Мгм. Ага, да. Я думаю, что это, наверное, тоже какой-то короткометражный фильм, ну, побольше уже минут, там, минут на 15, который, наверное, все-таки будет на фестиваль отправляться, вот. И тут бы я уже разгулялся чуть-чуть и больше вставил каких-то сюжетных линий и смыслов. Это какой авторский независимый короткометражный фильм фестивального уровня, наверное, такой. Да. А какой жанр? Драмеди. Драмеди, Мгм. может быть, Но он был бы как реальное что-то? Или можно было... Ну, то есть вот я все пытаюсь понять, насколько можно и возможно давать людям понимание, что это АИ. То есть вот часто там вы пишете, что это АИ-фильм. Как бы никаких мгм, претензий мы не скрываем, это АИшка. мгм. Вот насколько дальше планируете в это идти? Вот Рина, я уже услышал, что это была бы анимация, и это точно не там заигрывание с ощущением, что это настоящее кино. Ну вот съемочное кино, да? Мгм, Что у мгм. тебя, Арсений? Блин, ну, на самом деле анимация тоже интересна. Я сейчас делаю тестовое задание для большого сериала, и я вот попробовал сделать несколько кадров и их заанимировать. Такой, ну, можно сказать, фэнтези-мир, что-то создать невероятно необычное. И я вот как-то создавал мир, и это такой очень творческий процесс, и тут не нужно думать о том, как кожа выглядит, какие там эмоции. Настолько упрощается и ускоряется за счет именно такого вида проекта. Поэтому я бы подумал еще. Реализм, конечно, интересно с точки зрения того, что людям все-таки более необычно видеть АИ как суперреализм, потому что они очень много сейчас видят вымышленных анимационных каких-то историй, и для них это уже как бы, ну, приелось. Но когда они видят что-то очень реалистичное, и то, что написано, что АИ, вот это их цепляет. Но я не собираюсь как бы делать для того, чтобы прям цепляло. Тут скорее, чтобы у меня внутреннее ощущение было, что, о, я что-то могу реализовать. И для меня важно вот сделать фильм, который
посеять зерно зрителю, даст какой-то классный опыт и понимание моей какой-то картины мира. Вот. И как конкретно и через какой жанр, тут надо еще подумать. У меня прям готового нет. Но это может быть как и реализм, так и анимация. Пока я так не определился. Но анимация тоже интересна, потому что реально это очень упрощает. Мгм, мгм. Я сразу Можно закрыть глаза на всякие мелочи. представляю себе «Любовь, смерть и роботы». Мгм. Вот, и это прям как будто вот очень, очень классный вариант, и ты понимаешь, что это анимация, но она тоже как бы с живыми людьми, но ты понимаешь, что они как бы не настоящие. Хотя Да. часто рендеры очень близки к настоящим эмоциям, к настоящим людям. А, Вот последний вопрос такой, философский, быстрый. А как вы относитесь вообще к AI-аватарам и генерациям настоящих людей? То есть, мысль о том, что людей будут вот сейчас, они будут продавать, актеры будут продавать свои, лица, аватары. Вот уже есть, человек, которого зовут, Хаби Ламе, вы все его знаете. Чувак, который без, слов показывал что-то. М. Он, тиктокер за 1 миллиард продал свой AI-аватар. Как вы думаете, насколько это, этично и насколько это будущее? Мне кажется, что это будет идти параллельно. Оно не я не скажу, что это прям будущее. И все, это все замкнет и кино, и живых людей, и живых актеров. Как мы уже вначале говорили, да, живой актер — это в первую очередь это энергия, которая дается. Никакой живой аватар никакую энергию тебе не даст. Ну, не даст. Или еще пока не придумали. Может быть, и даст через какое-то время. Они научатся делать так, чтобы и аватар давал энергию зрителю. Не знаю. Но я, например, это читаю, я вижу это совершенно пустое. Для меня это пустота абсолютно. Не живой Мгм. человек, это живая, это какая-то пустота. Красивая картинка, да, там все очень нарядненько. Можно ж такую красоту делать. Ну, для женщин наверняка, те, которые там все хотят быть красивыми там в сети, для них это выход как раз-таки. Они сделали себе аватар, все и пошли работать дальше. Кто-то будет, я думаю, что люди разделятся на две категории. Кто-то будет, смотреть живых людей, а кто-то будет смотреть на искусственных. Но я вот тоже опять-таки, да, у меня, Мгм. есть такое, Мгм. Вот так вот на самом интересном месте обычно. Вот, да, да, Катерина вернулась. Мгм. да. И я у детей спросила про поводу искусственного интеллекта. Знаете, что они мне все сказали? Прям хором все: "Фу, это уже кринж". Я Все, понял. молодежь ответила. Я такая: "Понятно". Хорошо. А если мы бы вот ты говоришь про то, что, мы, не, как бы а, подразумевается, что мы понимаем, что, мы знаем, что это аватар. А как насчет воскрешения людей, которые уже умерли, например, и мы даже, смотрим и можем не понимать, что это не настоящий персонаж сейчас? Это вообще страшно. Это Это, страшно. для меня это вообще страшно. Это как продать, вот, не знаю, там, душу дьяволу. Ну, я не хочу этого даже знать и слышать. Ну, это правда страшно, не знаю. Может быть, у меня не было потери очень сильной самого близкого, там, любимого человека, слава богу. И поэтому я пока так сейчас говорю. Но я же понимаю себя, то есть смотреть на умершего, это же я понимаю, что я обманываю себя, свой мозг. Это же психика поедет, кукуха совсем отлетит. Целое Когда ты направление. Сейчас понимаешь, есть что... видео, где, ушлые ребята, оживляют родственников, умерших и приносят видео записи ваших родителей, бабушек, дедушек, Ого. вот, которые улыбаются, машут, гуляют по, городам. Ну, ну, люди разные бывают, конечно же. Есть кто грабит банки, например, а есть кто вот такие Я понял. хулиганы, бандиты. Отношение понятно, Арсений. Так, ну да, это, конечно, довольно стрёмно, и я думаю, что со временем будет появляться более
более лучшие технологии, которые понимают, что это AI, и будут нам выдавать эти ярлыки, потому что, ну, сколько уже не говорят, что соцсети уже это понимают и ставят значки, что это нейросеть. Ну, как бы, я пока этого не замечаю. Это действительно сейчас новый век дезинформации, когда очень легко создать какую-то фейковую новость вообще за 2 секунды. И это может реально дестабилизировать ситуации разные, да. Мы не говорим только про кино, там и реклама, и новости, и так далее. Поэтому это действительно новый век и новый век технологий, который как нам и в пользу будет, так и в негатив. Поэтому я с этим довольно осторожный. Я сам могу смотреть там какой-то рилс, и даже я, генерируя каждый день эту всю историю, с первого взгляда могу не понять это, и только потом, вглядываясь, я могу это понять. А человек, который вообще с этим не сталкивается, это вообще будет сложно. Поэтому это пугает немного. Я сразу вспоминаю «Черное зеркало» каждый раз. Мы в нем И живем. мы Да-да-да. уже в нем, да. И я думаю, что надо психике немножко адаптироваться к этому новому миру, научиться как-то в этом жить. Поэтому я к этому отношусь очень так критически и по-разному, смотря что с этим аватаром делать и как его применять. Вот я думаю, в этом еще штука. С точки зрения, например, бизнеса и бизнесмена, да, вот человек не хочет тратить кучу времени, кучу денег на то, чтобы каждый раз записывать видео, и ему проще сделать аватар, да, и потом это транслировать. Но действительно, как бы энергия, ну, это действительно так, что она отсутствует, и, возможно, подсознательно люди будут это считывать, что, ага, ну, блин, это какая-то херня, он не настоящий, скипнул, да. Но мы будем наблюдать за этим, не знаю, я осторожно с этим. Не сильно Ну, мне это импонирует, но Мгм. а что сделать? Вот такой мир. мне кажется, тут еще важна цель вообще вот этих аватаров. То есть, если Да. цель донести просто какую-то информацию, ну, окей, то есть я получаю какую-то информацию, и мне, в принципе, все равно я аудио, ну, видео прикольнее смотреть. Хотя даже, ну, да, скорее всего, для получения какой-то информации, то, возможно, эти аватары и кому-то нужны, могут донести до этого. А когда уже, если ты хочешь взаимодействовать с публикой, со зрителем, то 100% это только живое взаимодействие, живое общение. Так проблема в том, что это будет как будто живой, то есть есть же их носители. Я не говорю про полностью сгенерированный аватар, а про то, что люди будут продавать свои лица, и твоим лицом Катя будет говорить о чем-нибудь важном или не очень. На каком-нибудь эфире про АИ. Да-да-да. Я вам То есть расскажу, настоящее. я расскажу вам одну историю, извините, что Ага. перебил, просто в тему подруга рассказывала, что очень важная встреча в Зуме, там, по-моему, ну, там на $2 миллиона сделка, и они общаются. В какой-то момент она понимает, что перед ней типа искусственный, что это аватар, что это не настоящий человек. И уже сейчас, там, это месяц назад информация, да, можете столкнуться, что на созвоне это нереальный человек. И вот тут тоже опять, блин, ну, как бы, как это проверять, как понимать, что это реальный человек или это просто картинка. Вот тут уже теряется грань. Вот, Такие случаи поэтому бывают. нужно встречаться людям, а не переходить всё на онлайн. Встретились, поговорили, там точно аватар не придет. Отлично. Друзья, вот такие мысли у нас в понедельник вечером возникли. Встречайтесь. Встречаться в студии, а не вот в зуме, да. Да. И чтобы Встречайтесь интернет не лично. отваливался. Друзья, очень хочу, чтобы мы с вами в реальности увиделись. Вот. Но думаю, что мы все по чуть-чуть все равно в этом мире живем, и нам с этим предстоит как-то справляться. Вот, спасибо большое, было очень интересно. Друзья, я предлагаю вам закидывать вопросы предложения про то, какие АИ-штуки интересные вы видели. Пускай это будет полезный чатик, пускай будут полезные комментарии. Если вы видели что-то интересное, творческое, классное, какой-нибудь АИ-фильм, АИ-клип,
Пришлите ссылочку, мы все посмотрим, будет интересно. Узнаем, насколько развился AI. А ребята, возможно, тоже, кстати, приложат, если захотят, свои работы. У Арсения он уже законченный, поэтому если... У меня еще не закончено. Да, вот Рина, когда закончит, прикрепит свою работу. Арсений уже может, если захочет, прикрепить в комментариях ссылочку на свою работу. Вот. И хорошего вечера. Арсений Багунов, Рина Зеленая. Спасибо вам большое. Ну и будем дальше вместе с BFN покорять вершины AI видео. Хорошего вечера. Спасибо, Женя. Спасибо. Всем. Пока-пока. Пока-пока.